Я не собираюсь содержать дармоеда в этом доме. Эту фразу мой собственный сын выкрикнул в гостиной, ткнув пальцем мне в лицо на глазах у своей жены и моего внука, которому едва исполнилось 5 лет. Я сидел в кресле, нога немного отекла после утреннего визита к врачу. Вернулся я усталый, без силы и желания даже поесть, и вот так меня встретили. Дармоед. Так он осмелился назвать меня, Геннадия Петровича Морозова, человека, который вырастил этого парня потом и кровью, работая как вол с 15 лет. Теперь он называл меня дармоедом только потому, что я вышел на пенсию и временно жил в его доме, словно это было одолжение, словно у меня не было прошлого, словно я никогда ничего для него не делал. Но чего он не знал, так это того, что мнимый дармоед на самом деле был владельцем той самой компании, где он работал. Меня зовут Геннадий Петрович, мне 73 года, я родом из Нижнего Новгорода. Сын каменщика, внук крестьянина, человек немногословный, привыкший много трудиться. Я был и продавцом в магазине, и сборщиком велосипедов на заводе, и помощником дальнобойщика, и торговцем запчастями. Так продолжалось, пока однажды уже в свои 30 с небольшим, после несправедливого увольнения, я не решил открыть собственную мастерскую. Крошечную, всего на 1 станок, где я чинил двигатели. Потом она превратилась в небольшой магазин. Затем пошли первые контракты с предприятиями, и в один прекрасный день я стал поставщиком сельскохозяйственной техники. Вот тогда-то дело и пошло в гору по-настоящему. Я не люблю роскошь, знаете ли, и никогда не кичился своим богатством. Всегда ходил в простой рубашке, джинсах и рабочих ботинках. Но правда в том, что имя за той крупной компанией, которую в Нижнем Новгороде знает каждый, Морозов Техника, было моим. Когда 3 года назад умерла моя жена, моя Анечка, признаюсь, мир для меня рухнул. 38 лет брака не стираются в одночасье. Наш большой дом стал слишком пустым, слишком тихим. И сын мой, Юрий, пригласил меня пожить несколько месяцев у него. Сказал, что хочет, чтобы я был рядом. Его жена Марина, кажется, не была в восторге от этой идеи, но я согласился. Подумал, что мне пойдет на пользу побыть с внуком, снова услышать детский смех в доме. Но с того самого дня, как я переступил порог их квартиры, я, казалось, превратился в обузу. Еду мне отмеряли, за светом следили, взгляды были полны нетерпения, а я старался держаться в своем углу. Не хотел мешать. Я отводил Мишеньку в садик, ходил за продуктами, иногда даже мыл машину Юрия, но всего этого было недостаточно. Стоило мне однажды пролежать в постели дольше обычного из-за боли в ноге, как он и выпалил эту фразу: «Я не собираюсь содержать дармоеда в этом доме». Я спокойно посмотрел на него. Не закричал, не вскочил, только спросил: «Дармоед — это я?» Он фыркнул, глядя на меня сверху вниз, с той самой надменностью человека, который считает, что мир вращается вокруг него. Словно он забыл, что все, что у него есть, было посеяно мной. «Ты на пенсии, не работаешь, только сидишь на шее, а мы еще и ухаживать за тобой должны», — сказал он, выплевывая яд. Марина лишь согласно кивала головой. И что хуже всего, мой внук стоял в углу и молча все это слушал. Это ранило меня больше любого оскорбления. В ту ночь я не спал. Лежал, глядя в потолок гостевой комнаты, и чувствовал, как сжимается грудь. Вспоминал, каким Юра был в детстве, как я ездил на перекладных во Владимир, только чтобы привезти ему подарок
на день рождения. Как я отказывал себе в ужине, чтобы оплатить его учебу. Вспомнил новые брюки, которые он надел на выпускной. Я купил их в рассрочку. А теперь я стал дармоедом. Только потому, что состарился. Только потому, что уже отдал все, что мог. Только потому, что теперь мне самому понадобилось немного заботы. Но он не знал. Он не знал, что даже на пенсии я оставался тем самым именем, что стояло за компанией, в которой он работал. Он думал, что Морозов техника — это уже дело управляющего, инженера Савельева, что я там больше ничего не решаю. И я сам позволял всем так думать, потому что никогда не любил хвастаться. Я всегда предпочитал наблюдать. И это презрение, эта фраза, этот взгляд зажгли что-то внутри меня. Старое пламя, которое, как я думал, давно угасло, но оно все еще было там, живое, тихое, ждущее своего часа. На следующее утро я встал рано. Надел чистую рубашку, начистил до блеска свои черные туфли, тщательно причесал волосы, как в былые времена, перед важными совещаниями, и вышел. Никому ничего не сказав. Я поймал такси и поехал к главному офису Морозов техники. Вошел через заднюю дверь, как делал это всегда. Поздоровался с секретаршей, которая тут же меня узнала, и прошел прямо в юридический отдел. Я позвонил главному бухгалтеру, назначил встречу с юристом, сел с генеральным директором. Я запросил все отчеты, контракты и личное дело сотрудника, Юрия Геннадьевича Морозова, моего сына. Я хотел знать все. Как давно он здесь работает, как себя ведет, были ли у него взыскания. И то, что я увидел, заставило меня глубоко вздохнуть. Частые опоздания, нецелевое использование служебного автомобиля, хищение мелких деталей, жалобы от клиентов и, в довершение всего, высокомерное отношение к коллегам. Вот кем он был в компании. Проблемой. Но никто ничего не говорил, потому что все думали, что я его защищаю, покрываю, как сына. Но они меня совсем не знали. Домой я вернулся вечером. Мы ужинали в тишине. Марина смотрела на меня с обычным презрением. Юрий даже не поздоровался. А я просто ждал. Потому что, когда приходит правда, она не кричит. Ей не нужны объяснения. Она просто является. И когда она является, тот, кто должен понять, понимает. На следующий день все должно было измениться. И я не собирался повышать голос или стучать по столу. Я собирался поступить с тем достоинством, которое всегда вело меня по жизни, и со справедливостью, которую он сам спровоцировал. Я проснулся раньше всех. Солнце еще не пробилось сквозь шторы, когда я сел на край кровати и прочел старую молитву, которой научил меня отец в детстве. «Господи, дай мне мудрости говорить мало, силы поступать по совести и сердца не отвечать злом на зло». Я спокойно оделся. Сложил бумаги в кожаную папку и бесшумно спустился по лестнице, словно боясь разбудить и гордыню, и невежество. На кухне уже пахло кофе. Там была Марина, она просматривала что-то в телефоне, одновременно собирая еду для ребенка. Она окинула меня взглядом, как всегда, с выражением лица, которое говорило: «Ты все еще здесь». Но я ничего не сказал. Налил себе чашку, сел за стол и молча сделал первый глоток. Через несколько минут спустился Юрий, уже в рубашке с логотипом компании, поправляя галстук, который он так и не научился толком завязывать. Я смотрел, как он возится с ним перед зеркалом в прихожей, и невольно вспомнил, как сам впервые учил его вязать этот узел, прямо перед его первым собеседованием. Это была работа в маленьком магазине инструментов.
Я отвез его, ждал снаружи, и мы праздновали, будто его назначили генеральным директором. Теперь он проходил мимо, не глядя на меня. Но в то утро, когда он взял ключи от машины и направился к двери, я остановил его одной фразой: «Сегодня можешь не ехать». Он обернулся, нахмурившись. «То есть как это не ехать? Ты еще кто такой, чтобы мне указывать?» «Я владелец этой компании, сынок», — ответил я, не повышая голоса. «И сегодня ты никуда не едешь». Он рассмеялся. Рассмеялся так, будто услышал самую нелепую шутку в своей жизни. «Ты? Ты владелец Морозов техники. Ты же на пенсии. Говорил, что делами управляет инженер Савельев. Савельев — управляющий. А все документы по-прежнему оформлены на меня. Я никогда не подписывал дарственную. Все это по-прежнему мое. И сегодня у меня там есть одно дело, которое нужно уладить». Марина растерянно смотрела на него с полуоткрытым ртом, словно впервые осознав, что старик, спящий в гостевой комнате, был чем-то большим, чем просто обуза. Юрий попытался что-то сказать, но слова не шли. Гордость застряла у него в горле. Наконец он пробормотал: «Ты не можешь так со мной поступить, папа». «Папа», — сказал я, с силой ставя чашку на стол. «Вчера я был дармоедом, а сегодня я уже папа. Тебя больше не беспокоит, что ты меня содержишь». Он посмотрел на меня остекленевшими глазами. На секунду я подумал, что он извинится, но нет. Он развернулся, хлопнул дверью и ушел. А я остался сидеть, допивая последний глоток кофе. Потому что правда, сынок, не нуждается в шуме. Ей нужна только твердость. Ровно в 9 часов я был на совете директоров компании. Я представил документы, объяснил ситуацию, показал жалобы, проигнорированные предупреждения, злоупотребление привилегиями. Я официально потребовал начать процедуру увольнения. Это не было немедленным увольнением, не было публичного унижения, но и фаворитизма тоже не было. Как и любой другой сотрудник с сомнительной репутацией, Юрий будет отстранен от должности, разумеется, с соблюдением всех его прав, но без какого-либо особого отношения. Весь совет директоров молчал. Некоторые смотрели на меня с уважением, другие как с удивлением, а кто-то здесь с облегчением. Потому что они знали, хотя я и не появлялся здесь так часто, я по-прежнему был опорой всего этого. После совещания я зашел в мастерскую. Приветствие, объятия. Несколько старых друзей все еще работали там. Один из них сказал: «Геннадий Петрович, я думал, вы уже не занимаетесь этими делами». «Иногда приходится возвращаться. Когда то, что ты построил, начинает рушиться изнутри», — ответил я, похлопав его по плечу. По дороге домой я купил внуку леденец-петушок. Он их обожает. Я сел на скамейку в парке напротив детского сада и стал ждать, когда он выйдет. Увидев меня, он подбежал и бросился мне в объятия, как будто ничего не произошло. Потому что дети не понимают обид. Они понимают только присутствие. «Дедушка, ты сегодня заберешь меня?» «Конечно, мой родной, когда захочешь». Мы купили мороженое, немного прогулялись, и я рассказал ему выдуманную историю о драконе, который хотел стать садовником. Мы смеялись, и в тот момент я понял, что стоило не кричать, не мстить, а просто поступить по совести и защитить то, что действительно важно. В тот вечер Юрий вернулся раньше. За ужином он ничего не сказал. Ел молча. Закрылся в своей комнате, а в полночь я услышал, как он плачет. Я не вошел, не стал утешать. Было не время. Потому что тот, кто ранит презрением, должен сначала услышать эхо пустоты, которую он создал. Я же в это время спал спокойно, потому что справедливость не всегда требует зрелищ.
Ей нужна лишь прямая спина, мир в сердце и прошлое, которое говорит само за себя. На следующий день дом погрузился в тишину. В ту густую, тяжелую тишину, которую не нарушает ни пение птиц, ни звон посуды. Я встал рано, как всегда. Сварил кофе, подогрел хлеб и сел читать газету, как делал это у себя дома, до того, как все пошло наперекосяк. Несколько часов никто не спускался, Марина не выходила из комнаты, Юрий тоже. Бедный мой мальчик Миша появился первым. Он тащил свой рюкзачок и тер глазки маленькой ручкой. Он обнял меня, ничего не сказав, и сел рядом, словно это было в порядке вещей. Для него я оставался его дедушкой. Неважно, что делали взрослые. Но что-то в этом доме изменилось. Я это чувствовал. В 10 часов медленно спустился Юрий, бледный, с покрасневшими глазами. Было видно, что он не спал. Он молча сел напротив меня. Я тоже ничего не сказал, просто налил ему чашку кофе и посмотрел на него, как человек, который ждет, когда другой наберется воздуха и скажет то, что должен. Но он этого не сделал. Пил молча, с отсутствующим взглядом, пока, наконец, не прошептал: «Мне пришло уведомление из юридического отдела». Я кивнул, не отрывая глаз от газеты. «Знаю. Я думал, ты дашь мне шанс. Мне, твоему сыну». Тогда я опустил газету и посмотрел на него. Не со злобой, не с обидой. Я посмотрел на него глазами отца, который все еще любит, но больше не может закрывать на все глаза. «Сынок, шансы не просят, когда ты столько раз ими пренебрегал. Их создают. У тебя их было много. И не только в компании. Здесь, в этом доме, тоже. Или ты уже забыл, как обращался со мной 3 дня назад?» Он онемел, закрыл глаза, как будто глотал камни, но это было необходимо. Слова, не сказанные вовремя, гниют в груди, а я больше не был готов копить их. «Я не наказываю тебя, Юрий. Я учу тебя, как делал это, когда ты был ребенком. Только теперь ты мужчина. А мужчины, когда ошибаются, признают это, учатся и идут дальше». Он встал, не допив кофе, и снова заперся в комнате. Я вернулся к внуку, который рисовал за столом цветными карандашами. Я спросил, что он делает, и он ответил: «Рисунок, где мы с тобой, в космическом корабле». И тогда я кое-что понял. Неважно, сколько раз жизнь будет сбивать меня с ног. Пока этот мальчик видит во мне своего героя, я не имею права сдаваться. В тот же день мне позвонил управляющий компании. Он попросил о срочной встрече. Оказалось, и Юрий приехал туда и потребовал все отменить. Угрожал адвокатами, прессой, тем, что опорочит семью. Отчаянный, ребяческий и унизительный поступок. Но меня это не удивило. Когда человек теряет самоуважение, он начинает крушить все вокруг себя. В тот же день я снова поехал в компанию. На этот раз я не входил через черный ход. Я прошел прямо через центральный вход. Со всеми поздоровался с высоко поднятой головой. Некоторые мне аплодировали, другие подходили обнять. Геннадий Петрович вернулся. И не ради мести, а из уважения к своей истории, к своей фамилии, к тому, что я построил этими руками. Я попросил юридический отдел официально оформить увольнение Юрия, но пошел дальше. Я поручил провести полный аудит его деятельности. Не для того, чтобы утопить его, а чтобы он научился. Чтобы он понял, что у ошибок есть последствия. И неважно, течет ли в тебе моя кровь. Важно то, как ты себя ведешь. Вечером, вернувшись, я застал Марину на кухне. Она готовила рис. Посмотрела на меня, но ничего не сказала.
Я тоже. Только спросил про ребенка. Он был в своей комнате, смотрел мультики. Я пошел попрощаться с ним, поцеловал его в лоб и сказал: «Завтра меня не будет дома. У меня есть дела». «Куда ты, дедушка?» «Привести в порядок кое-какие дела, которыми я пренебрег, но которые еще можно исправить. Понимаешь, можно простить многое, но есть то, чего никогда нельзя позволять — терять к себе уважение. И именно это, мой мальчик, я и отправился возвращать». Я вышел из дома рано, еще до того, как солнце успело лениво протянуть свои лучи над крышами Нижнего Новгорода. Не оставил записки, никого не предупредил. Просто осторожно открыл и закрыл дверь, как человек, который знает, что есть истины, не требующие огласки. И их нужно просто прожить. Я прошел несколько кварталов до автобусной остановки, как в юности. Несмотря на то, что в компании меня ждала служебная машина, в тот день мне хотелось почувствовать землю под ногами, увидеть лица людей, вдохнуть утренний воздух, который проникает под рубашку и напоминает, что мы живы. Город во многом оставался прежним. Палатки с пирожками дымились на углах, продавец газет с кипой под мышкой, школьники с рюкзаками, бегущие на уроки. Но что-то внутри меня уже было не таким. В тот день Геннадий Петрович Морозов вышел не защищать фамилию. Он вышел восстанавливать уважение, которое его собственный сын пытался растоптать. Я приехал в компанию в 8:15. Кратко поздоровался со всеми, без речей и объяснений. Прошел в главный кабинет, где меня уже ждал бухгалтер с предварительными результатами аудита. Мы просидели с ним больше часа. Проверяли транзакции, переводы, разрешения без подтверждения и мелкие личные покупки, сделанные с корпоративных счетов. Ничего вопиющего, но достаточно, чтобы подтвердить то, что я и так подозревал. Юрий использовал свои привилегии как щит. Он не украл миллионы, но пользовался своим положением, считая себя неприкасаемым. Это те вещи, которые не разоряют компанию, но развращают ее душу. Я попросил генерального директора собрать весь административный персонал на совещание в середине утра. Я не хотел скандала. Я хотел, чтобы все услышали прямо из моих уст, что произошло и что изменится. В 10 часов, когда в учебном зале сидело более 30 сотрудников, я встал перед ними и заговорил. Без бумаг, без микрофона, твердым голосом человека, которому больше нечего доказывать. «Коллеги», — сказал я, — «эта компания родилась в гараже площадью 2 квадратных метра. Она началась с ящика инструментов, 2 мозолистых рук и огромного желания по-человечески поесть. У меня не было дипломов, инвесторов или покровителей. Единственное, что у меня было, это слово и достоинство. И это достоинство привело меня сюда». Лица были напряженными. Некоторые снимали меня на телефоны. Я продолжил. «Сегодня, спустя столько лет, я пришел сказать вам, что не позволю ни фамилии Морозовых, ни этой компании быть запятнанной кумовством, безнаказанностью или злоупотреблением доверием. И это касается и моего собственного сына». Прошел шепот. Было ясно, что все уже знали, но хотели услышать это от меня. «Юрий Морозов отстранен от своей должности», — продолжил я. «Не потому, что я отвергаю его как отец, а потому, что я не тот руководитель, который смотрит в другую сторону, когда его люди ошибаются. Справедливость начинается дома. И если я не могу быть справедливым со своими, то не имею права требовать чего-либо от других». Тишина стала абсолютной. Молодая девушка из отдела кадров
Незаметно вытерла слезу. Другой старый кладовщик с гордостью кивнул. Закончив совещание, я не вернулся в свой кабинет. Я спустился прямо в цех, как раньше, и начал осматривать станки вместе с механиками. Я испачкал руки, запачкал рубашку и на несколько часов снова почувствовал себя тем человеком, который когда-то спал рядом со смазкой и инструментами. Потому что есть то, что не купишь за дипломы или наследство. Это уважение, заработанное снизу. Выйдя из компании около 5, я решил зайти на рынок. Купил овощей, говядины, свежего хлеба и банку тушенки. В тот вечер я собирался готовить. Собирался наполнить этот дом ароматом моей истории. Когда я пришел, Марина открыла дверь с лицом, которое я не смог прочитать. Оно не было ни холодным, ни дружелюбным. Оно было каким-то застывшим, как будто она не знала, в какой точке истории мы находимся. «Где Юрий?» — спросил я, входя с сумками. Он не выходил из комнаты весь день. Я кивнул, ничего не сказав. Прошел прямо на кухню и надел фартук. Начал резать, приправлять, разогревать. Внук спустился с блестящими глазами, учуяв запах жаркого. Он сел за стойку и начал рассказывать мне о садике, о своей воспитательнице, о песне, которую выучил. А я слушал его, словно каждое его слово было бальзамом для души. Ужин был готов к 8. Я расставил тарелки, подал гарнир, а затем подошел к двери комнаты Юрия. Постучал дважды. Тишина. Я открыл. Он сидел на кровати в темноте, глядя в пол. «Ужин готов. Спускайся, если хочешь». Он не ответил. Просто сидел там со стеклянными глазами. Я спустился, не дожидаясь. Сел за стол с внуком и Мариной. Мы ели в тишине. Каждый кусок нес в себе вес прожитых лет, вкус примирений, которые не произносятся, но витают в воздухе. Юрий так и не спустился. Когда я закончил мыть посуду, я налил себе коньяка и вышел во двор. Небо было ясным, звезды висели как обещания. Я сел на старую деревянную скамейку и закрыл глаза. Подумал об отце, о матери, о том, как они воспитали меня в такой бедности, но с такой честью. О том, как они научили меня, что быть мужчиной — это не кричать и навязывать свою волю, а поддерживать, выполнять обещания, смотреть в глаза, не опуская взгляда. Я пил о Юрии и о том, как можно глубоко любить кого-то, не одобряя его поступков. И как иногда по-настоящему любить значит дать упасть. Не знаю, сколько я там просидел, но в какой-то момент услышал, как за спиной открылась дверь. Медленные шаги, а затем его тихий, срывающийся голос. «Папа». Я ничего не сказал, только повернул голову и подвинулся на скамейке. Он сел, не глядя на меня. Я не знаю, в какой момент я стал тем человеком, который накричал на тебя. Тишина. Ты не должен меня прощать. Я просто хотел, чтобы ты знал, что я знаю. Я снова посмотрел на небо и тихо сказал: «Уважения не требуют, Юрий. Его заслуживают. И у тебя еще есть время заслужить его снова. Не передо мной, перед самим собой». Не было ни объятий, ни общих слез. Только двое мужчин, сидящих под звездным небом. Один старый, другой сломленный, и между ними достоинство. Как мост. На следующий день в доме воцарилось спокойствие. Не то напряженное спокойствие предыдущих дней, а скорее похожее на вздох облегчения. Словно стены выдохнули после долгой бури. У Марины больше не было того жесткого выражения лица, но и теплоты тоже не появилось.
Она просто двигалась с большим уважением. Не из страха, а из-за чего-то более сильного. Из-за стыда. А Юрий? Юрий ушел рано утром, не сказав ни слова, оставив на столе свою чашку с остывшим кофе. Я не знал, куда он пошел, и не спрашивал. Иногда сыновьям тоже нужно побыть в одиночестве, чтобы найти в себе что-то хорошее. Потому что есть битвы, которые отец не может выиграть за них. Я остался дома с внуком. Помог ему с домашним заданием. Мы разогрели булочки с маслом и играли в космонавтов со старой коробкой, которую я нашел во дворе. В тот момент, когда он смеялся с лицом, раскрашенным мелками, я понял, что все, что я сделал, каждое решение, каждое твердое слово, каждая граница было не ради мести. Это было ради этого ребенка. Чтобы он видел, что его дед не слабый человек и не старая мебель в гостиной, а тот, кто знает, когда говорить, а когда наводить порядок. Потому что даже если мир загоняет тебя в угол, то, чему ты учишь своим примером, остается навсегда. В полдень мне позвонил генеральный директор. Он сообщил, что Юрий заезжал в компанию, чтобы подать заявление об увольнении по собственному желанию. Не требовал, не скандалил, только попросил, чтобы процедура прошла без публичной огласки. Я молча выслушал, повесил трубку и снова сел на скамейку во дворе с чашкой теплого кофе в руках. Я закрыл глаза, потому что в тот момент понял, иногда, когда ты не поддаешься искушению закричать, другой, наконец-то, может услышать самого себя. В тот вечер, когда мы втроем готовили ужин, Марина резала лук, я помешивал фасоль, а ребенок накрывал на стол. Все казалось другим. Несчастливым, но находящимся в процессе восстановления. Юрий пришел в 8. У него было усталое лицо, руки в мазуте. Он напомнил мне меня в молодости. Он снял ботинки у входа и первым делом поздоровался с сыном. Затем посмотрел на меня. Не говоря ни слова, он протянул мне сложенный лист, резюме. Он ходил проситься на работу в местную автомастерскую. Собирался начать с нуля. Я прочитал, ничего не сказав. Вернул ему лист и похлопал по плечу. Не потому, что простил, а потому, что понял. Потому что иногда не нужны ни аплодисменты, ни речи. Нужна лишь возможность сделать все по-другому. Марина смотрела на него искоса, словно все еще не решаясь поверить. А я уже ничего не ждал. Потому что достоинства не требуют, им живут. И теперь ему самому предстояло решить, как идти дальше. Следующие дни были спокойными. Мы с внуком возобновили наши прогулки в парке. Заходили в булочную к дяде Коле, где мне предложили бесплатный хлеб, когда узнали, кто я. И в нашем районе многие стали здороваться со мной с большим уважением, словно теперь видели во мне того старика, который никогда не терял твердости, а не того удобного пенсионера, что жил у сына. Все меняется, когда ты встаешь в полный рост. Однажды вечером, когда мы смотрели на закат с крыши, ребенок спросил меня: «Дедушка, а почему папа на тебя злился?» Я хорошо обдумал ответ. Я не хотел говорить плохо об его отце, не хотел взваливать на его плечи груз, который ему не по силам. Иногда, сынок, взрослые забывают, откуда они родом. А когда человек это забывает, он теряется внутри. Но когда он снова находит себя, он может начать все сначала. А ты тоже терялся? Много раз. Но я научился искать себя в том, что действительно стоит того. В работе, в слове и в семье, которая не сдается. Он крепко обнял меня, словно понял. Словно эти слова были щитом, который будет сопровождать его долгие годы. Через несколько дней ко мне неожиданно приехал гость.
Это был инженер Савельев, мой старый партнер. В руке у него был конверт, а в глазах улыбка. «Геннадий Петрович», — сказал он, — «я знаю, вы говорили, что не хотите возвращаться. Но после того, что произошло, многие здесь считают, что вы должны быть с нами. Не как администратор, а как советник. Как твердый голос. Как тот, кем вы всегда были». Я открыл конверт. Там было официальное приглашение войти в новый консультативный совет Морозов техники с небольшим символическим окладом и большим уважением за ним. Я посмотрел на него и улыбнулся. Я не хочу быть там каждый день. Но если я могу помочь, чтобы дела шли прямо, рассчитывайте на меня. В тот же день я вернулся за свой старый стол, чистый, ухоженный, с моей табличкой основателя, все еще блестящей. Я сел, провел рукой по дереву и глубоко вздохнул. Потому что, когда сеешь достоинство, урожай приходит. Не всегда с цветами, но всегда с корнями. С тех пор, как я вернулся в тот старый кабинет, жизнь потекла в другом ритме. Конечно, не как раньше. Я больше не приезжал к 7 и не засиживался до темна. Теперь я появлялся, когда чувствовал, что это необходимо. Беседовал с руководителями, просматривал некоторые решения и прежде всего слушал. Потому что после стольких лет молчания я понял, что иногда лучший способ направить — это не отдавать приказы, а прислушиваться. У молодежи, которая теперь управляла компанией, были идеи, энтузиазм, но также и тревога, желание все сделать быстро. И тут был я, как старый маяк на побережье, напоминающий им, что нет ничего современнее здравомыслия. Меня принимали с уважением, спрашивали моего мнения, и понемногу без шума я снова стал живой частью Морозов техники. Не как начальник, а как корень. Дома тоже все изменилось. Юрий продолжал работать в местной мастерской. Получал меньше половины того, что зарабатывал раньше, но приходил более уставшим и более человечным. Мы не говорили о прошлом, и я ничего не спрашивал о его новой работе, но я замечал, что он начал понимать вес того, что строится с нуля. Марина, в свою очередь, стала тише, менее надменной. Она больше не жаловалась на мое присутствие и не показывала дискомфорта, когда я проходил через гостиную или готовил что-то. Мы не стали друзьями. Но напряжение, которое раньше можно было резать ножом, теперь стало лишь воспоминанием. А ребенок, он оставался моим якорем. Он ждал меня с рисунками, историями, любопытными вопросами. Он заставлял меня чувствовать себя живым, нужным. И это в мои 73 года стоило больше любого признания. Однажды днем, разбирая старый ящик с инструментами во дворе, я нашел помятую фотографию Юрия, когда ему было 8 лет. Он сидел у меня на коленях, улыбаясь, с руками полными мазута. Это был день, когда я показал ему, как менять масляный фильтр в машине. Я помню это, как будто это было вчера. Он тогда с восторгом побежал рассказывать матери, что теперь умеет чинить моторы, как папа. Я сел с фотографией в руках и задался вопросом, в какой момент эта связь оборвалась. Не то чтобы я хотел вернуться в прошлое, уже нет. Но иногда больно не знать, на каком повороте дороги сын перестает восхищаться отцом и начинает видеть в нем помеху. Может, это неизбежно. Может, все через это проходит. А может, мы просто вовремя перестаем разговаривать. В тот же вечер, когда мы втроем ужинали за столом, ребенок без предупреждения объявил, что в садике их спрашивали, кем работают их дедушки. И он сказал, что я начальник всех, кто чинит большие машины. Юрий опустил голову.
Марина нервно улыбнулась. Я лишь погладил ребенка по волосам и сказал: «Не начальник, сынок. Просто тот, кто знает, когда нужно испачкать руки». Наступила короткая тишина, но в этой тишине что-то изменилось. Юрий посмотрел на меня впервые без уязвленной гордости. Он посмотрел на меня с чем-то, что больше походило на признание. Словно он понемногу понимал, что авторитет не навязывают, его заслуживают. Что человек ценится не за то, что он навязывает, а за то, что он вдохновляет. Через несколько дней мне позвонили из Государственного технического колледжа. Они услышали мою историю от одного из работников компании и хотели пригласить меня провести беседу для молодых людей, которые учились на механиков. Я удивился. Никогда не видел себя в роли учителя, но согласился. Когда я приехал, меня ждали стулья, расставленные полукругом, стол с кофе и более 20 парней с широко открытыми от любопытства глазами. Я сел перед ними и говорил не о двигателях. Я говорил об ошибках, о падениях, о том, как однажды ночевал в мастерской, потому что нечем было платить за аренду, о том, как таскал детали на спине, когда у меня не было сотрудников, о том, как плакал в тишине, не имея возможности купить сыну школьную форму. И я рассказал им, что много раз чувствовал себя одиноким, бесполезным, невидимым, пока не понял, что быть мужчиной — это не терпеть все, а знать, когда нужно говорить. В конце один из них спросил меня, что самое трудное в старении. И я ответил: видеть, как твой собственный сын забывает, кем ты был, и быть вынужденным напомнить ему об этом, не уничтожив его. Робкие аплодисменты. Некоторые подошли обнять меня. Я уехал с полным сердцем и спокойной душой. В тот вечер, когда я вернулся домой, Юрий был во дворе, сидел на той самой скамейке, где я так часто размышлял в тишине. У него в руке была бутылка пива. Он предложил мне одну. Я сел рядом. Мы несколько минут молчали. Затем он сказал, не глядя на меня: «Марина хочет, чтобы мы искали себе дом. Говорит, пора жить отдельно». Я замер. Не от удивления, а потому, что уже представлял себе это. Это было естественно. Цикл завершался. «Это правильно», — сказал я. «Семье нужно свое пространство. Я здесь не для того, чтобы мешать. Я лишь пришел, чтобы пройти часть пути вместе». «Ты не пришел», — ответил он. «Мы тебя позвали, и ты приехал с открытым сердцем. Это мы ошиблись». Я, наконец, посмотрел на него и увидел в его глазах то, чего уже не ожидал. Смирение. Не от слабости, а от того, что он прошел через пустыню и вернулся с пустыми руками, но с более легкой душой. «Ты мне ничего не должен, Юрий. Просто будь лучше со своим сыном. Чтобы ему никогда не пришлось напоминать тебе, кем ты был». Мы сидели там, глядя, как небо меняет цвет с синего на черный, с первыми звездами, мерцающими над Нижним Новгородом. И в тот момент я знал, что мне не нужно, чтобы он просил прощения, потому что он уже это сделал. Не словами, а молчанием, работой, достоинством. И для такого человека, как я, этого было достаточно. Прошло несколько недель с того разговора на скамейке. Юрий и Марина нашли небольшой дом в тихом районе недалеко от нас. Это было простое строение с 2 спальнями, задним двориком и кухней, которая еще пахла новизной. Они рассказали мне об этом за ужином. Оба сидели напротив меня, сдержанно, почти как будто просили разрешения. Но просить было не о чем. Я знал, что этот момент наступит. И хотя я почувствовал укол в груди, ведь в конце концов ребенок тоже уедет с ними, я не подал вида, просто кивнул.
Пожелал им всего наилучшего и сказал, что если им понадобится помощь с переездом, я буду рядом. Потому что одно я усвоил четко. Нельзя цепляться за то, что тебе больше не принадлежит. И этот дом, эти связи, это пространство уже не были моими. Я сделал то, что должен был. Я провел черту. Теперь им предстояло строить что-то новое, а мне продолжать свой путь. В следующие выходные я помогал грузить коробки в арендованную «Газель». Марина содержимой аккуратностью все раскладывала, а Юрий пытался развлекать ребенка, чтобы тот не скучал во время процесса. В какой-то момент малыш подбежал ко мне с рисунком в руке. «Это чтобы ты не забывал меня, дедушка», — сказал он, протягивая мне лист, на котором были нарисованы наши два лица под огромным деревом. Я опустился на колени, крепко обнял его и сказал, что этот рисунок стоит 1000 фотографий. Я положил его в карман, как хранят обещания. Когда они уехали, я остался стоять у ворот, глядя, как машина поворачивает за угол. И там, в этой тишине, я глубоко вздохнул. Не от грусти, а от принятия. Потому что было что-то сильное в осознании того, что ты поступил по правде, что не унизился, что не ответил на оскорбление криком, а на презрение слезами. То, что я сделал с достоинством. И хотя теперь дом стал еще пустыннее, я чувствовал себя более цельным. Первые дни в одиночестве были странными. Завтрак в тишине, эхо телевизора, звучащего на громкости, которая уже не имела значения, кресло без игрушек, кухня без крошек на полу. Но постепенно я снова нашел свой ритм. Я снова начал читать каждый день. Возобновил свои прогулки по парку. Починил забор во дворе, который простоял сломанным несколько месяцев. Встретился со старыми друзьями юности, с которыми потерял связь, и даже осмелился пойти на курсы садоводства в местном центре. Жизнь продолжалась. Не так, как раньше, но продолжалась. И самое лучшее было то, что теперь я сам решал каждый свой шаг. Мне не приходилось терпеть кривые лица, саркастические комментарии или молчание, полное осуждение. Я жил в своем собственном пространстве. Маленьком, да, но моем. И полном покоя. Однажды вечером, поливая новые растения, которые я посадил у стены, зазвонил телефон. Это был инженер Савельев. Он просил моей помощи в проверке важного контракта с иностранной компанией, которая хотела стать партнером Морозов техники. Он объяснил, что им нужен кто-то с опытом и твердым словом для участия в переговорах. Я не колебался. Надел свою хорошо выглаженную белую рубашку, начищенные туфли и поехал прямо в офис. Там все было как всегда. Беготня с документами, согласование графиков, подготовка прогнозов. Но когда я вошел в зал заседаний, все встали. Мне предложили место во главе стола. Налили воды, прежде чем я успел попросить. На меня смотрели так, как смотрят на отца, вернувшегося с высоко поднятой головой. Во время встречи я сохранял свою позицию. Говорил мало, но точно. И когда пришло время решать, стоит ли компании открывать двери этому новому иностранному партнеру, я первым предупредил о рисках. «Не все то золото, что блестит», — сказал я. И после твердых аргументов мне удалось заставить всех пересмотреть свое решение. В итоге было принято правильное решение — не продавать часть компании. По крайней мере, пока нет. Потому что есть вещи, которые строятся с таким трудом, что их нельзя обменять на быстрые обещания. Я вышел оттуда со спокойной душой. Не из-за гордости, а из-за осознания того, что я все еще имею ценность, что мой голос, в конце концов, все еще имеет вес.
И это измеряется не в чеках или признаниях, а в молчаливом уважении. В тот вечер, возвращаясь домой, я проезжал мимо нового дома Юрия. Было темно, горел только один свет в комнате ребенка. Я на мгновение остановился так, чтобы меня не видели. Я задался вопросом, поймет ли он когда-нибудь все, что я сделал. Обнимет ли он меня когда-нибудь тем объятием, которого я так и не дождался. Но я не стал ждать, потому что научился. Правильные поступки совершают не в ожидании аплодисментов. Их совершают, потому что так надо. Потому что так нас воспитали. Потому что так воспитал меня мой отец. И потому что в тот день, когда мне придется покинуть этот мир, я хочу сделать это с уверенностью, что не предал самого себя. Мне не нужно примирение, если оно означает отказ от себя. Я предпочитаю жить с раной, которая заживает с достоинством, чем с прощением, которое сопровождается забвением. Я вернулся домой, заварил чай с корицей и сел на скамейку во дворе смотреть на звезды. Я думал о многом. О потерянных годах, о словах, которые так и не были сказаны, о тех временах, когда мне хотелось кричать. Но я молчал, о тишине, которая была сильнее любой речи. И там, среди ночного бриза и далекого шума машин, я подтвердил для себя одну вещь. Ты не перестаешь быть отцом. Но ты также учишься вставать, прокладывать свои собственные пути, говорить «хватит». Не из-за злости, а из-за любви к себе. Потому что, в конце концов, уважение, которое ты позволяешь у себя отнять, труднее всего вернуть. Последующие дни прошли в странном умиротворении, как будто все вокруг наконец-то решило встать на свои места. Я просыпался от света, проникающего сквозь шторы. Без криков, без спешных шагов, без эха тихих споров на кухне. Только пение птиц за окном и тихое посвистывание чайника на плите. Я спокойно готовил себе кофе, садился за стол у окна и смотрел, как небо меняет цвет, делая первый глоток. В эти моменты я ловил себя на благодарности за вещи, которые раньше и не замечал. Тишина, запах поджаренного хлеба, жужжание пчел в саду. Мне не нужно было большего, потому что после всего я понял, что жить в мире — это не быть окруженным людьми. Это быть окруженным уважением. Со временем моя рутина стала богаче. Я начал помогать в небольшой общественной мастерской в нашем районе, где молодые люди из малообеспеченных семей учились ремеслам, чтобы зарабатывать на жизнь с достоинством. Я учил их основам. Как пользоваться ключом, как понимать звук двигателя, как чинить, а не импровизировать. Но больше всего я делился с ними не техниками, а историями. Историями об ошибках, о терпении, о том, как одна плохо закрученная гайка может повредить всю систему. И так, незаметно для себя я стал тем, кем никогда не думал стать. Учителем. Не школьным, а жизненным. И самое лучшее было то, что ни один из этих парней не смотрел на меня, как на старика. Они меня слушали, спрашивали, ждали. И это в моем возрасте было более чем достаточно, чтобы чувствовать, что еще есть что сеять. Однажды днем, когда мы чинили старую швейную машинку, которую один из парней принес из дома, я заметил, что один из них, худой, молчаливый юноша с лицом человека, прожившего больше, чем ему было отведено, всегда оставался до конца. Он собирал инструменты, приводил в порядок столы и уходил в тишине.
Однажды я подошел к нему и спросил, как его зовут. «Иван», — сказал он. Я предложил ему немного хлеба и кофе из своего термоса, и мы сели на улице в тени гуавы. Сначала он мало говорил, но со временем я понял, он жил один с бабушкой. Отца не знал и никогда не имел никого, кто бы сказал ему: «Ты все делаешь правильно». Этот парень, сам того не желая, напомнил мне Юрия. Не тем, что говорил, а тем, что хранил в глазах, эту смесь гнева и нужды. Тогда я понял, что то, чего я не смог до конца сделать со своим сыном, я могу попытаться сделать сейчас с теми, кого жизнь ставит на моем пути. Потому что прошлое не изменить, но можно превратить свои ошибки в маяки для других. Именно так я начал чувствовать, что моя история не заканчивается разочарованием в неблагодарном сыне. Нет, моя история продолжалась в тех, кто учился быть мужчинами, в тех, кто еще не знал, как держать гаечный ключ, но уже умел слушать. И это было самое важное, чтобы мой голос не затерялся в пустом доме, а был посеян в молодые руки, готовые строить с правдой. В одну субботу утром, когда я подметал у входа в дом, я увидел, как Юрий выходит из такси с коробкой в руках. Он был без Марины, без ребенка. Он подошел к воротам, кивнул мне в знак приветствия и спросил: «Можно войти?» Я молча кивнул. Он вошел, поставил коробку на стол и достал из нее то, чего я не ожидал. Мои старые блокноты, те, где я записывал формулы, идеи, чертежи деталей, заметки о клиентах, случайные фразы, которые мне нравились, блокноты, которые я считал утерянными. «Я их сохранил», — сказал он. «Никогда не выбрасывал. Просто не знал, что с ними делать». Я сел, взял один из них в руки и провел пальцами по страницам, как будто ласкал часть своей души. В тот момент я почувствовал, как что-то во мне смягчилось. Не потому, что он изменился, а потому, что он каким-то образом начал признавать мою историю. А когда кто-то признает то, кем ты был, он возвращает тебе кусочек тебя, который ты считал потерянным. «Я не пришел просить прощения», — сказал он тихо. «Я знаю, что есть вещи, которые не стираются извинениями. Я просто хотел вернуть тебе это». «Спасибо», — ответил я. «Иногда вернуть что-то стоит больше, чем просить прощения». Он остался ненадолго. Помог мне починить скрипучую дверь. Мы не говорили ни о чем важном, но работали в тишине, как раньше. И когда он уходил, я проводил его до калитки. Мы обменялись крепким рукопожатием, и он ушел, не оглядываясь. Мне не было больно, потому что я понял, что настоящие встречи не всегда заканчиваются объятиями. Иногда они заканчиваются крепко сжатыми руками и разными дорогами. В тот вечер я достал все свои блокноты и разложил их на столе один за другим. Я медленно читал их, вновь открывал для себя идеи, которые забыл, чертежи, которые делал, когда мечтал о собственной компании, фразы, которые говорила мне моя жена и которые я записывал, чтобы не потерять. Я был тронут, смеялся в одиночестве и немного плакал тоже, потому что жизнь не дала мне ни роскоши, ни почестей, ни большого наследства. Но она дала мне нечто лучшее — память. И это, когда стареешь, величайшее сокровище. Потому что пока у тебя есть память, ты не один, ты не побежден, ты не лишний, ты жив. А если ты жив, ты все еще можешь оставить след. На следующий день я принес один из этих блокнотов в общественную мастерскую. Я показал его Ивану, рассказал, откуда взялась каждая страница.
Он посмотрел на меня со смесью удивления и уважения, которая наполнила мою душу. «А почему вы показываете их мне, Геннадий Петрович?» — спросил он. И я ответил: «Потому что то, чему учатся в тишине, можно и преподавать без крика». Он посмотрел на меня, улыбнулся и в тот день работал с большей осторожностью, чем когда-либо, как будто каждый винт был священным словом. И тогда я понял, без всяких сомнений, что мое наследие больше не зависит от того, поймет ли меня Юрий или нет. Мое наследие было в этих молодых руках, в этом голосе, который они слушали с вниманием, на этой скамейке, где я рассказывал свою историю. Потому что дети по крови иногда теряются, но дети по духу они никогда не забывают. В одно воскресное утро небо было особенно ясным. Ни облачка, ни ветерка, только эта безбрежная синева, которая, казалось, говорила: «Сегодня день для прогулок». И я так и сделал. Надел свою льняную рубашку, широкополую шляпу и вышел без определенной цели, заложив руки за спину с воспоминаниями наготове. Я шел по улицам, по которым давно не ходил, прошел мимо церкви, где мы венчались, увидел ржавые ворота старой школы Юрия. Поздоровался с несколькими знакомыми лицами, которые ответили мне теплой улыбкой. Потому что в таком городе, как Нижний, люди не все забывают. Они могут меняться, отдаляться, жить своей жизнью. Но когда они видят человека, который сумел остаться прямым, они его узнают, пусть и молча. И это стоит 1000 признаний. Проходя мимо пустыря, где раньше был старый рынок, я увидел группу детей, играющих в футбол тряпичным мячом. Они бегали босиком, смеялись, кричали, падали, вставали. Я остановился, чтобы понаблюдать. Один из них подошел ко мне. «Хотите поиграть, дядя?» Я рассмеялся. Ответил, что мои колени уже не выдерживают таких пробежек, но я могу быть судьей. Остальные обрадовались этой идее, и я остался там под солнцем, свистя в воображаемый свисток, раздавая советы, смеясь с ними, как будто мне не было 73 года. В конце игры один из детей спросил, знаменит ли я. «Мой папа говорит, что вы были владельцем очень большой компании». Я посмотрел на него с нежностью, немного наклонился и сказал: «Я не нажил богатство, сынок. Я создал историю. И это, если ты правильно поймешь, стоит гораздо больше». Я вернулся домой с пыльными ботинками и легкой душой. Приготовил кофе и сел на скамейку во дворе, как всегда. Но на этот раз не с ностальгией, а с благодарностью. Я понял, что все, что я посеял, мой способ работать, говорить, относиться к другим, приносило плоды. Не в деньгах, не в званиях, а в чем-то гораздо более глубоком, в уважении. И это уважение, хотя оно никогда не сопровождается аплодисментами, чувствуется. Оно заметно в том, как тебя слушают, как о тебе говорят, как тебя помнят. Потому что, когда живешь по принципам, жизнь вознаграждает тебя не славой. Она вознаграждает тебя наследием. На той же неделе Иван, парень из общественной мастерской, пришел ко мне с папкой в руке. Он нервничал. Сказал, что его приняли на техническую стипендию для изучения промышленного обслуживания в другом городе, благодаря рекомендательному письму, которое я подписал. Он обнял меня. Сказал, что я изменил его взгляд на работу, что теперь он хочет делать все хорошо, а не быстро. Я был тронут. Не заплакал, хотя был очень близок к этому, но крепко сжал его руку, как бы говоря: «Ты больше не один». И в тот момент я понял, что мне не нужно, чтобы Юрий вернулся и сказал: «Ты был прав». Потому что каждый молодой человек, который принимал мои советы, каждый сосед, который приветствовал меня с теплотой,
Каждое воспоминание, которое я хранил на страницах своих блокнотов, было достаточным, потому что моя история больше не зависела ни от него, ни от кого-либо другого. Вскоре после этого мне позвонил Юрий. Сказал, что ребенок несколько раз спрашивал обо мне и можно ли ему провести выходные со мной. «Конечно», — сказал я. «Это и его дом тоже». И в субботу утром он стоял на пороге со своим рюкзаком, улыбкой и коробкой печенья, которые, по его словам, он помогал готовить. Мы провели вместе целый день. Собирали деревянную игрушку, смотрели старые мультфильмы, готовили рисовую кашу. Вечером, укладывая его спать, он спросил меня: «Ты счастлив, дедушка?» Я на несколько секунд замолчал, глядя на него из дверного проема. «Да, сынок, я счастлив. Потому что я научился не зависеть от чьего-либо прощения, чтобы идти дальше». Он улыбнулся, как будто не до конца понял, но что-то в его глазах подсказало мне, что эти слова останутся с ним. Я выключил свет, вышел в коридор и тихо закрыл дверь. Сел в гостиной, открыл один из своих старых блокнотов и начал писать. Не о моторах, не о работе. Я писал о нем, об этом ребенке, который однажды вырастет и, возможно, тоже на время забудет, кем был его дед, но который, может быть, однажды, увидев пустую скамейку или взяв в руки гаечный ключ, вспомнит голос человека, который не кричал, но оставлял след. Потому что ты не выбираешь, быть ли тебе забытым, но ты выбираешь, каким тебя запомнят. И я свой выбор сделал. В день, когда мне исполнилось 74 года, не было праздника. Я не хотел. Не было ни торта, ни воздушных шаров, ни цыган. Но было нечто гораздо более ценное. Тишина, свежесваренный кофе и звук детского голоса, кричащего с порога: «Дедушка, с днем рождения!» Это был мой внук с рисунком в одной руке и увядшим цветком в другой. Я обнял его, как будто время не властно, как будто вся жизнь уместилась в этот момент. Мне не нужно было большего, потому что я раз и навсегда понял: счастье приходит не от шума. Оно приходит от живой памяти, от нетронутого уважения, от осознания того, что можно оглянуться назад, не опуская головы. И это бесценно. Юрий приехал с ним. Без подарка, без заученных слов. Просто сел во дворе, как и в другие вечера, и слушал, как я говорю с ребенком об инструментах, о влажной земле, о том, как посадить семя, не сломав корень. Марина не приехала. Она больше никогда не переступала порог этого дома. И я не виню ее. Некоторые люди не умеют жить с тяжестью того, о чем они промолчали. Но они и не нужны. Потому что со временем ты понимаешь, что не обязан быть любимым всеми. Достаточно, чтобы тебя с достоинством помнили немногие. В тот вечер, когда ребенок спал в кровати, где когда-то спал его отец, я вышел во двор, зажег старую керосиновую лампу и сел на скамейку, которая уже приняла точную форму моей спины. Я открыл один из своих блокнотов. Там была пустая страница, и я начал писать то, что чувствовал. Не для того, чтобы кто-то это прочел, а чтобы не держать это в груди. Я писал о тишине, о расстоянии, которое иногда необходимо для исцеления, о любви, которая больше не ждет аплодисментов. Я писал о том, как мир продолжает вращаться, даже если ты перестаешь быть его центром, и о том, как можно найти покой именно тогда, когда перестаешь искать одобрение. Следующие недели прошли спокойно. Ребенок стал навещать меня чаще. Юрий понемногу возвращал себе что-то похожее
на смирение. Он больше не приезжал, чтобы говорить о себе. Он приезжал, чтобы слушать, предложить помощь, спросить, как мне удавалось не сдаваться, когда все казалось безнадежным. Я рассказывал ему истории, но не те, которых он ожидал. Я говорил о своих ошибках, о том, как я ошибался с его матерью, о том, как злился без причины. Я показывал ему, что я не герой, но тот, кто научился признавать свои недостатки. Потому что, в конце концов, лучшее наследие, которое можно оставить сыну, это не совершенство. Это правда. В одно воскресенье днем, когда мы гуляли по парку, ребенок спросил меня, скоро ли я умру. Он сказал это прямо, без обиняков, с той жестокой честностью, которая свойственна только детям. Я остановился, посмотрел ему в глаза и сказал, что все мы когда-нибудь уходим. Но важно не когда, а как мы живем до этого. А ты жил красиво, дедушка? Я жил с достоинством, сынок. Иногда было больно, иногда в тишине, но всегда с высоко поднятой грудью. Он улыбнулся, сжал мою руку, и мы пошли дальше, как ни в чем не бывало. Но в тот вечер, когда он уже спал, я лежал без сна, думая, вспоминая. И я понял, что то, что я построил, моя жизнь, мой характер, мои решения, не исчезнет, когда я закрою глаза в последний раз. Потому что уважение, когда оно настоящее, переживает отсутствие. И это единственное, что меня сейчас волнует. Через несколько дней ко мне приехал директор технического колледжа, где учился Иван. Он хотел поблагодарить меня лично. Сказал, что юноша стал одним из самых целеустремленных студентов, что он говорит обо мне на занятиях, что хочет однажды вернуться в Нижний, чтобы учить так, как это делал я. «Вы изменили его жизнь, Геннадий Петрович», — сказал он. И я лишь кивнул, потому что я это знал. Не из тщеславия, а потому что видел это в его глазах в день его отъезда. Это была, пожалуй, одна из величайших побед в моей жизни. Не превратиться в ожесточенного человека. Не ответить на пренебрежение злобой, а ответить посевом. И урожай пришел. Ближе к концу года я написал письмо. Оставил его в одном из своих блокнотов. Оно было для моего внука. Не для того, чтобы он прочел его сейчас, а когда меня уже не будет. В нем я рассказал, кем я был, что я делал, что меня ранило, чему я научился. Я говорил о его отце без обид и просил только об одном, чтобы он никогда не позволял никому говорить, что его дед был бесполезным стариком. Потому что даже когда мир загонял меня в угол, я никогда не переставал стоять на ногах. Однажды утром, попивая кофе на скамейке во дворе, босыми ногами касаясь земли, я почувствовал что-то внутри себя, какую-то уверенность. Не знаю, как это объяснить. Словно душа сказала мне: «Ты готов. Не умереть, а отдохнуть от всего, что я носил в себе молча». Я глубоко вздохнул, закрыл глаза и улыбнулся. Потому что я понял, что все это стоило того. Каждая слеза, каждый отказ, каждое «нет», сказанное вовремя. Потому что благодаря всему этому сегодня я могу сказать, что жил так, как хотел. Что я не сдался. Что я не предал свою историю. И если когда-нибудь меня будут искать, не ищите меня на могильной плите. Ищите меня в мастерской, где молодой парень внимательно слушает. В старом блокноте, полном идей, на скамейке, стертой временем. Ищите меня в памяти тех, кто все еще верит, что быть мужчиной — это не забывать, откуда ты родом. И поэтому я говорю тебе, сынок,
Никогда не поздно начать все сначала. Никогда не поздно сказать «хватит», встать на ноги, посмотреть на мир и сказать «вот я», с достоинством. А теперь скажи мне ты, что бы ты сделал, если бы жизнь толкнула тебя так, как толкнула меня? Ты бы сдался или поднялся, как я? Напиши мне здесь, расскажи. И еще скажи, из какого уголка этого мира ты меня слушаешь?